Добрый вечер. В прямом эфире информационный выпуск сегодня. В студии Ольга Цхавребова. И вот главные темы к этому часу. Перед ними стоят масштабные задачи по укреплению потенциала страны. Экономисты отмечают профессиональный праздник. Любимый с детства вкус – пастила из местных яблок вновь появится в магазинах республики. Равнодушных не осталось. Госдрамтеатр показал в Самаре черную будку. Президент Алан Гаглоев поздравил сопрезидента Республики Никарагуа Даниэля Ортегу с днем рождения. В поздравительном послании, в частности, говорится, цитата: «Искренне рад приятной возможности направить вам самые сердечные поздравления по случаю 80-летия со дня вашего рождения. Выражаю надежду, что сложившиеся добрые отношения между нашими странами и далее будут служить основой для расширения взаимодействия в различных сферах, представляющих взаимный интерес». Конец цитаты. Продолжаем выпуск. Сегодня в Южной Осетии и в России отмечают День экономиста. Президент Алан Гаглоев поздравил всех причастных к этой дате. Цитата: «Благодаря вашему ответственному подходу, знаниям и преданности делу формируется эффективная финансово-экономическая система республики. Сегодня перед нами стоят масштабные задачи по укреплению экономического потенциала страны, поддержке бизнеса и улучшению качества жизни граждан». Конец цитаты. Наш корреспондент Стелла Бязрова продолжит тему. Рассчитывать бюджет, анализировать цифры и превращать их в конкретные решения. От их профессионализма зависит экономическая стабильность нашей страны. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают экономисты. У работников Министерства экономического развития особая роль. Они формируют государственную экономическую политику, разрабатывают стратегии роста, поддерживают бизнес и следят за эффективным использованием ресурсов. Эмма Бежанова в этой профессии более 25 лет. В министерстве начала работать в самые сложные годы, когда экономика нашей страны только возрождалась. Все мы знаем, что последние 2-3 десятка лет наша национальная экономика пережила непростые периоды. Это от периода разрухи полной до периода восстановления и последующего развития. И сегодня уже можно по-всякому оценивать, но сегодня уже очевидно то, что мы на пути именно развития, и что позволяет нам уже строить какие-то планы на будущее. И я бы сегодня, вот в этот день экономиста, хотела пожелать всем своим коллегам и всем причастным к этой сфере. Это огромная народно-хозяйственная сфера. Прежде всего, конечно же, крепкого здоровья, успехов. Сегодня наша экономика стабильно развивается. В республике открываются новые предприятия, привлекаются инвестиции, поддерживается малый и средний бизнес. Подтверждение этому – первый экономический форум, который с большим успехом прошел в нашей республике и вызвал интерес со стороны инвесторов. О каком-то устойчивом развитии говорит и недавний форум, международный форум, который имел очень большой охват. Очень большое внимание было привлечено со всех, можно сказать, со всех сторон. И это, конечно же, вселяет надежду. И, конечно, огромную роль в выстраивании экономики играют профильные специалисты. Благодаря их работе экономика страны становится более устойчивой и конкурентоспособной. Факультет экономики Юго-Осетинского государственного университета традиционно остается одним из самых востребованных. Ежегодно сюда поступают абитуриенты, ведь профессия экономиста остается одной из самых нужных и перспективных. Экономические науки у нас изучаются на 2 кафедрах. Это кафедра экономики и предпринимательства и кафедра финансы и кредит. Факультет вообще был открыт в 1993 году, и была историческая необходимость в этом. Решением Президиума Верховного Совета Республики Южная Осетия.
поскольку переход от централизованного управления к рыночному устройству страны уже диктовал необходимость того, что нужны свои собственные кадры, в том числе и экономисты. Оснащенность преподавательским составом довольно-таки тоже серьезная и уровень высокий. Преподаватели отмечают, выпускники факультета успешно работают в бизнесе, банках и государственных структурах, внося свой значимый вклад в развитие экономики страны. Практически можно даже с уверенностью сказать, что если не 80, то 70% наших выпускников, они работают в различных министерствах и ведомств. Это Министерство финансов, это Министерство экономического развития, это Национальный банк, Сберегательный банк, это различные предприятия, организации, ведомства, где профессия экономиста и вообще должность экономиста нам необходима и нужна. Профессия экономиста в современном мире остается одной из самых востребованных. Почти все государственные и бюджетные организации, а также бизнес нуждаются в грамотных специалистах, способных принимать эффективные решения. Стелла Бязарова, Аида Кочиева, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня. Вкусная пастила из местных яблок в скором времени вновь поступит на прилавки магазинов. На заводе по переработке плодоовощного сырья работа идет полным ходом. Около 50 человек трудятся, чтобы мы с вами смогли наслаждаться полезным и любимым с детства лакомством. Наш корреспондент побывала на производстве. Продукцию завода по переработке плодоовощного сырья «Субира» в селе Приз в скором времени снова можно будет приобрести в магазинах республики, а также за ее пределами. Завод оснащен современным оборудованием, которое обеспечивает высокое качество выпускаемой продукции. В настоящее время работы ведутся в цехе по переработке первичной продукции. Именно здесь проходит первый этап – приготовления пюре, из которого впоследствии будут изготавливать пастилу. Прежде чем яблоки превращаются в пюре, они проходят несколько этапов обработки. Вначале яблоки поступают в специальную моечную станцию, затем переходят на ленту, где яблоки вручную перебираются и только после этого поступают в варочную станцию. В этом цехе работа идет несколько суток подряд, пока все яблоки не будут переработаны. Завершающий этап проходит во втором цехе, где уже готовят и расфасовывают пастилу. Вот завод работает 2 смены, потому что нам бывает выгодно, когда мы в сутки перерабатываем не менее чем 80 тонн. Потому что в связи с технологической линией потом надо всю систему промывать. На данный момент вот сейчас работает первая смена, она сменится 8 часов на вторую смену. На данный момент численный состав сотрудников завода составляет порядка 50 человек. Были какие-то проблемы с выплатой заработной платы, но вот сейчас здесь было введено антикризисное управление, и вот эти все вопросы решаются, и зарплата выплачивается. Продукция отвечает всем требованиям, так как каждая партия проходит тщательный отбор, а именно необходимые санитарные проверки. Только натуральные яблоки, чистое сырье и традиционная технология, которая позволяет сохранить и солнечный вкус лета, и полезные свойства фруктов. Мы знаем с каждой партией, что мы получаем и какого качества. Мы уже несколько раз отправляли, и качество в принципе одинаковое. Готовую продукцию можно приобретать у нас и в республике, и в Северной Осетии. Мы работаем над дизайном коробки, над всем, потому что это все-таки лицо нашей маленькой республики, и что люди, когда пробуют, чтобы у них только были положительные ассоциации с Южной Осетией и, соответственно, с продукцией. Но вот маленькая проблема в том, что вот сетевые маркеты, такие как Метро, Магнит, Азбука вкуса, там должно быть по договору определенное количество, которое ты обязан поставлять, и не нарушать график поставки. Вот мы сейчас стараемся и работаем над этим. Яблоки в основном закупаются в селе Хитагурово у агропредприятия «Южный сад». Также завод дает возможность гражданам сдавать на переработку продукцию с личного подсобного хозяйства. Принимаем яблоко и от населения принимаем, и завозили с Южного сада. На сегодняшний момент переработано где-то порядка 600 тонн яблока. Мы ждем, чтобы население тоже активно принимало участие в этом деле, потому что завод был для этого и организован, чтобы возродить жизнь в населенных сельских районах нашей республики. Люди уже знают, приезжают, интересуются, привозят.
Кто 1,5 тонны, кто 300 килограмм. Мы принимаем и 100, и 50 килограмм, лишь бы это было каким-то подспорьем для населения. На данный момент на заводе работает около 45 человек. По их словам, работа идет хорошо, а заработная плата выплачивается вовремя. По словам генерального директора Сергея Тибилова, у них далеко идущие планы, которые потихоньку будут реализовывать. То, что мы смогли наладить, уже работает в какой-то объеме, мы уже можем выпускать уже 70 до 70, может переработать до 70 тонн в сутки. На будущий год большие планы. Посмотрим. Мы будем и сажать, сами будем сажать, мы уже подписываем договора с Нового года с Южным садом на поставку уже штейттарсам подали лицево, мы будем все получать, перерабатывать. Мы хотим с населением поработать очень плотно, сейчас на фондation население зона, что если завод будет работать в хорошем объеме, то мы объявим закупу населения кабачковых, тыкву, фатковых, все, что смогли, мы у них приобрели. Через желающих мы у них все выкупим. А на будущий год, считайте, желание его, Алдамен, продукция мы постараемся все выкупить. Возвращение пастилы – это не просто запуск конвейера, это возвращение насыщенного вкуса, который объединяет поколения. Спрос на продукцию высокий. Яна Плиева, Фатима Чочиева, Аида Кочиева. Информационный выпуск сегодня. Самара встретила на ура спектакль Юго-Осетинского госдрамтеатра «Черная бурка». Постановка по произведению осетинского драматурга Геора Хугаева не смогла оставить зрителя равнодушным. Это один из 3 спектаклей, с которыми наши артисты отправились на гастроли в Самару и Ульяновск. Подробности в репортаже нашего корреспондента. На сцене Самарского академического театра драмы имени Горького особенные гости. С аншлагом прошел один из самых сильных и пронзительных спектаклей «Черная бурка» Юго-Осетинского государственного драматического театра. Нашу труппу здесь встречали по-настоящему тепло и восторженно. Сами артисты отдавали всю энергию, чтобы впечатлить и вдохновить своего зрителя. По окончании спектакля правление Самарской областной общественной организации Национально-культурного театра «Аланя» торжественно вручило благодарственные письма исполняющему обязанности директора Юго-Осетинского государственного драматического театра Григорию Мамьеву и художественному руководителю Казбеку Джельеву. Также представители центра передали слова искренней благодарности министру культуры республики Раде Загоевой. «Черная бурка» Юго-Осетинского театра стала настоящим событием для самарских театралов, доказав, что искусство не знает территориальных границ, а истинные страсти всегда узнаваемы даже под маской зверя. دیساج خواست کردوی اکتور تا سربارزون تن ایرستون زخای کده شدست ورس زخال کیروف دستوی آخم دیساج спектакль у меня даже слов нет. Труппа Юго-Осетинского госдрамтеатра находится в Самаре, а уже завтра артисты выступят в Ульяновске. Гастроли организованы Росконцертом согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации и в рамках проекта «Большие гастроли». Театр представит 3 спектакля: притчу «Черная бурка» Саунемет осетинского драматурга Геора Хугаева, драму «Вечно живые» Хестевенер Виктора Розова и драму «Иванов» Антона Чехова. Анжела Кукоева, Регина Черткоева. Информационный выпуск сегодня. Лучшие сцены мира покорились его виртуозному мастерству. Асламбек Кабисов, или как его называли в народе Пэцэк, без преувеличения стал символом танцевального искусства Осетии. Блистательный танцор, чуткий педагог. Сегодня Пэцэку исполнилось бы 85 лет. Каким он остался в памяти народа, в репортаже Эльвиры Тибиловой.
Он танцевал на всех лучших сценах мира. Большой театр, Кремлевский дворец съездов, Ла Скала Милан, Метрополитен опера Нью-Йорк, Королевский театр Альберт Холл Лондон, Мельбурнский театр оперы и балета. Сегодня народному артисту Южной Осетии, выдающемуся осетинскому хореографу и балетмейстеру Асламбеку Григорьевичу Кабисову, ПЦКу, исполнилось бы 85 лет. Он пользовался огромнейшим уважением. Он был вообще авторитет. Я считаю, что такого уровня человек больше не было. Асламбек Кабисов родился в 1940 году в Ленинграде в семье видных представителей осетинского театрального искусства Григория Кабисова и Александры Плиевой. Творческая атмосфера в семье сказалась на будущем великого осетинского танцора. Окончив детскую танцевальную студию при государственном ансамбле песни и танца Южной Осетии «Симт», Кабисов в 15 лет вошел в основной состав танцевальной группы ансамбля. По окончании средней школы Кабисов поступил в Тбилисское хореографическое училище. Спустя 2 года он начал блистать в составе знаменитого танцевального коллектива Сухишвили Рамишвили по личному приглашению создателя и руководителя ансамбля Ильи Сухишвили. Для молодого Асламбега началась новая насыщенная жизнь с полугодовыми гастролями по странам американского континента. Он является автором одного из классических трюков – тройной тулуп с падением на колени. До сих пор этот трюк носит название трюк ПЦК. Именно словом ПЦК. Потому что он придумал вот это движение. ПЦК мог удивить своим одним движением. И зал покорит, и зрителей. И вот таким он был ПЦК. В 1978 году, отработав на сцене более 20 лет, Асламбек Кабисов уходит из ансамбля на заслуженный отдых и возвращается в родной Цхинвал. Кабисов начал работать главным балетмейстером, а потом и художественным руководителем государственного ансамбля песни и танца «Симт». Вместе с ансамблем он вновь объездил все уголки Советского Союза и зарубежья. В 1989 году Асламбек Кабисов открыл собственную школу-студию и основал ансамбль «Иронкав». Многие ученики Кабисова с успехом работают в танцевальных коллективах и государственных ансамблях Кавказа, Закавказья и России. Составляют костяк сегодняшнего госансамбля «Симт». С 2007 по 2009 год с мастером работал Виссарион Догузов в качестве директора ансамбля. В сентябре 2008 года, сразу после войны, ансамбль под художественным руководством Кабисова дал большой концерт в Москве. Ровно через месяц, 2008 августа, в сентябре, 7 сентября в Москве был День города. На главной площади этого городского мероприятия танцевали «Симт». Этот человек заслуживает того, что его имя большими буквами было вписано в историю осетинской национальной хореографии. В последние годы жизни Асламбек Григорьевич работал в Москве. Открыл школу осетинского танца, передавая свой богатейший опыт новому поколению. Кабисов всю свою жизнь отдал служению искусству, став одним из ярких представителей осетинской школы танца. Народного артиста Южной Осетии не стало в июле 2016 года. Светлая память о великом мастере, гении осетинского танца, выдающемся педагоге навсегда останется в сердцах благодарного зрителя, всего осетинского народа. Эльвира Тибилова, Зауру Стаева, Оксана Таттаева. Информационный выпуск сегодня. 8 ноября в Санкт-Петербурге в рамках 16-го фестиваля национальных культур состоялась презентация выставки народного художника Южной Осетии Андрея Базаева-Скифа. Художник посвятил свою выставку Сека Гадиев и Осетия 170-летнему юбилею осетинского поэта и основателя осетинской прозы. Скиф представил несколько глубоко философских портретов писателя, а также работы, которые перекликаются по сюжету с творчеством Сека Гадиева. Но основная тема выставки – судьба Осетии и простого человека с обостренным чувством справедливости, трагизмом и одновременно красотой. Этот мотив проходит красной нитью и через творчество Гадиева, утверждают искусствоведы и критики. Экспозиция продлится до конца ноября.
Не просто танец, а способ самовыражения, который закаляет характер. Брейк-данс в Южной Осетии становится все более популярным. Во Дворце детского творчества кружок брейк-данса открылся почти четверть века назад. Но тогда никто и предположить не мог, что новое для Осетии направление вдохновит танцоров и покорит сердца зрителей. Мы находимся во Дворце детского творчества, где прямо сейчас проходят занятия секции брейк-данс. Здесь дети учатся не только сложным танцевальным элементам, но и командной работе, чувству ритма и уверенности в себе. Здесь не боятся сложности. Силовые элементы, пластика, работа в паре и, конечно, собственная индивидуальность. Всему этому учат во Дворце детского творчества. Эта история началась в далеком 2001 году. Именно тогда здесь впервые зазвучал хип-хоп, а на паркете появились первые нижние и верхние элементы. С тех пор многое изменилось, но суть осталась прежней. Выросли первые ученики, в числе которых и теперешние наставники. Когда-то Станислав Джоев сам начинал учиться брейк-дансу в стенах дворца в этом же зале. Теперь он педагог по танцам. Сейчас в кружке обучается около 25 ребят. Занятия проходят 2 раза в день, утром и вечером. И с каждым разом они стараются усложнять элементы, оттачивая технику и уверенность на сцене. Когда мы начинали, брейк-данс многим казался просто увлечением. Но за эти годы мы увидели, как он меняет детей. Он учит их целеустремленности, умению падать и снова подниматься. И неважно, станут ли они профессиональными танцорами, эти уроки останутся с ними навсегда, говорит творческий наставник. За каждым красивым движением упорный труд. Ребята доказали, что настоящая сила в командном духе и творческом подходе. Недавно они вернулись из Ставрополя, где заняли первое место и взяли гран-при. Главное правило брейк-данса – быть собой. У каждого танцора свой стиль и собственные движения, которые делают его танец неповторимым. Как еще отметил педагог, в брейк-дансе есть свои негласные правила, когда чужие элементы лучше не повторять. Ведь в данном виде танца важно сохранять индивидуальность и уважать творчество друг друга. Для Ильи Ляпина и Софии Бекоевой брейк-данс стал не просто хобби, а настоящим образом жизни, источником силы и вдохновения. Я занимаюсь 6 лет. Я был 2 раза в Ставрополе и в Владикавказе. И я был очень рад. Наша команда вся выиграла 1 место. Наш учитель очень хороший, потому что он нас обучает всему. То, что мы не знали. Mijn bomen zag dat breakdance te gaan, maar breakdance te gaan was het dan maar pas de stem doen. Уже jos kofen azardantınkse. Patezem menu silovo движение тафала удонол дар кусон шамай манровоюш. В кружке брейк-данса Дворца детского творчества уверены. Главные победы и самые зрелищные битвы еще впереди. А 25 лет – это только разминка. Алина Ельфимова, Владислав Пащенко. Информационный выпуск сегодня. А сейчас узнаем прогноз погоды на завтра. В республике ожидается переменная облачность. В Знаурском районе днем плюс 18, ночью плюс 6. В Дзауском районе днем 16 градусов тепла, ночью 9. В городе Квайса днем плюс 14, ночью плюс 8. В Ленигорском районе днем плюс 17, ночью плюс 8. В столице республики в Цхинвале днем 18 градусов тепла, ночью 9. На этом наша программа подошла к концу. Напомню, мы работали в прямом эфире. Я благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами. До свидания.